Эти люди скандируют имя своего лидера. Мустафа! 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 Мустафа Джемилев прорывается через админ-границу с Крымом. Лидер крымских татар идет к своему народу. Помешать этому пытаются сторонники России и бойцы ОМОНа. Обстановка на границе накаляется до предела. Кажется, что силовики готовы открыть огонь. Но крымских татар это не останавливает. К ним приехал Мустафа, их символ сопротивления и моральный ориентир. В нашем народе не так уж жалуют лидеров. Но только не Мустафу Ага. Мы объясняем, почему Джемилева считают лидером народа и почему одно лишь его присутствие толкает людей на, казалось бы, безрассудные поступки. Это просто Крым. Самая важная история с полуострова. Простым языком. Роба и короткая тюремная стрижка. Это фото как нельзя лучше объясняет отношения Мустафы с советскими властями. Во время Второй мировой его народ насильно переселили в Центральную Азию, в основном в Узбекистан. Именно возвращению крымских татар домой Джемилев и посвятил свою борьбу. А боролся он ярко и драматично. Одно из дел на Джемилева завели якобы за желание приехать в Москву и передать американскому лидеру просьбу о помощи крымским татарам. С президентом США он все же встретится, но случится это значительно позже. Во время одного из тюремных сроков Мустафа голодал 303 дня. Этот протест считают самым долгим в мировой истории. В то время появились слухи, что Мустафа умер. Во многих мечетях Турции провели намаз в память о нем. Как оказалось, преждевременно. Он выжил и вышел на свободу. А потом снова сел по очередным обвинениям в антисоветской деятельности. Слава о Джемилеве выходит далеко за пределы Союза. В его поддержку проводят целые кампании. За него вступается, пожалуй, самый известный в мире диссидент Андрей Сахаров. Указ о реабилитации крымских татар Мустафа встречает в тюрьме. Теперь представителям этого народа можно селиться по всему Союзу. Но Джемилеву об этом только мечтать. Его продолжают преследовать и даже отправляют в ссылку. Что он делает после освобождения? Берет семью и едет в Крым на целых 3 дня. Как оказалось, селиться можно почти везде. На родине же крымские татары все еще нежелательны. Вновь изгнанный в неродной Узбекистан, Джемилев координирует крымско-татарское движение. Никаких сомнений, он успокоится, лишь вернув свой народ на родную землю. Не без его помощи крымские татары проводят первый в истории Союза национальный протест на Красной площади. Требование предельно четкое – вернуть Крым. Наступает перестройка. Не дождавшись партийной милости, крымские татары берут ситуацию под свой контроль. Они массово возвращаются домой, конечно же, во главе с Джемилевым. На национальном собрании Мустафу избирают главой Меджлиса. Статус лидера получает юридическое подтверждение. Крымские татары произвели самозахват земель. Это вызов какой-то населению, которое здесь проживает. Я считаю действия неправомерными. Я бы не назвал это захватом или самозахватом. Люди занимают то, что им положено по праву. Если власти не идут навстречу нашему населению, нашим соотечественникам, то у нас другого выхода не остается. Мы не рассматриваем правомерность возведения самостроя в Крыму. Скажем лишь, что позже, не без вмешательства Джемилева, Киев легализует почти все участки, занятые до 1996 года. Мустафа Джемилев у нас превратился в символ борьбы за восстановление прав. Мустафа наращивает влияние и в 98-м садится в кресло народного депутата. Он избирается на каждых парламентских выборах и 22 года остается во главе Меджлиса. Несколько раз он порывается уйти, но народ не отпускает вплоть до 2013 года. Он наш лидер. Это просто человек-камень. И таких очень мало. Большое уважение, конечно. Ведет правильную политику. С началом аннексии Россия создает эталон удобного для себя крымского татарина. Джемилев в эту схему не вписывается. Его объявили экстремистом и запретили приезжать домой. Мустафа опять потерял родину, но сохранил ярлык лидера. Трудно жить с этим ярлыком? Ну, приходится святой образ жизни. Грешить трудно. А грешить иногда хочется.